Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире информационная программа «Новости», в студии Наргиз Абдурахман. При поддержке председателя города Душанбе Рустама Эмомали полностью отремонтирована и введена в эксплуатацию вирусологическая лаборатория Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора столицы. Новая и современная лаборатория имеет возможность обнаружения присутствия COVID-19 надзора столицы. Новая и современная лаборатория имеет возможность обнаружения присутствия COVID-19 в организме человека. При поддержке председателя города Душанбе Рустама Эмомали полностью отремонтирована и введена в эксплуатацию вирусологическая лаборатория Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора столицы. Новая и современная лаборатория имеет возможность обнаружения присутствия COVID-19 в организме человека. Лаборатория оснащена новейшим оборудованием и необходимыми приборами для выявления инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Коллектив лаборатории, состоящий из 6 человек, обеспечен специальной защитной одеждой, медицинскими масками и защитными очками, моющими и антисептическими материалами. Преимущество этой лаборатории по сравнению с другими заключается в том, что имеющееся у нее оборудование позволяет определять результаты обследования за 6-10 часов. Это стало возможным благодаря доступу персонала к новому оборудованию, работающему по новейшей системе, соответствующей международным стандартам. При поддержке председателя города Душанбе Рустама Эмомали лаборатория получила необходимое количество тестов для выявления коронавирусной инфекции в организме человека. Сегодня структура государственного санитарно-эпидемиологического надзора является одним из ключевых институтов в предотвращении распространения инфекционных заболеваний. Поэтому руководство исполнительного органа государственной власти города Душанбе приняло решение о полном капитальном ремонте и оснащении вирусологической лаборатории Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора необходимым оборудованием. Следует отметить, что другие лаборатории Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Душанбе, такие как санитарно-бактериологическая, санитарно-химическая лаборатории с экспериментальными отделами пищевой гигиены, гигиены труда и промышленности, также имеют условия, чтобы проводить свои исследования на высоком профессиональном уровне. Здание и сооружение лабораторий Центра полностью соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям Всемирной организации здравоохранения. Учитывая текущую ситуацию в мире, пришло время создать такую лабораторию, которая отвечает всем международным требованиям, чтобы в дальнейшем жители столицы могли эффективно и своевременно воспользоваться услугами вирусологической лаборатории Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак. Новости. По состоянию на 19 мая в Республике Таджикистан зарегистрировано 207 новых случаев инфицирования COVID-19. До настоящего времени выявлено 1936 человек с диагнозом коронавируса COVID-19, 41 человек скончались от этой болезни. За последние сутки не зарегистрировано ни одного факта смерти от этой болезни. 3781 человек находятся под наблюдением врачей. За последние сутки 641 человек выписаны после излечения. В эти тревожные моменты все жители страны в целях предотвращения распространения коронавируса призываются соблюдать прежде всего правила личной гигиены. Национальная академия наук Республики Таджикистан совместно с отечественными медиками создали и внедрили собственное устройство искусственной вентиляции легких. Устройство искусственного дыхания было проверено врачами в Душанбинской больнице скорой медицинской помощи. Результатом исследований ученых Национальной академии наук Республики Таджикистан стало изобретение аппарата для искусственного дыхания, который помогает вентилировать легкие пациентам с затрудненным дыханием. Новое оборудование весит 5 килограмм и работает на электричестве. Данное оборудование для искусственного дыхания уже установлено в столичной больнице скорой медицинской помощи и успешно используется для облегчения дыхания пациентов. Одним из симптомов COVID-19 является затрудненное дыхание, и данный аппарат приходится для таких пациентов весьма кстати. Поэтому со дня регистрации COVID-19 на территории Республики Таджикистан ученые страны начали работу над созданием вспомогательного устройства искусственного дыхания.
и их усилия не прошли даром. Первый аппарат искусственной вентиляции легких уже более 20 дней используется в больнице скорой помощи города Душанбе. Он был создан в соответствии с современными требованиями. Наши сотрудники намерены увеличить количество таких аппаратов в будущем. По словам врачей, пациенты с новым коронавирусом COVID-19 часто страдают от затрудненного дыхания и нуждаются в подобных аппаратах. Этот дыхательный аппарат был разработан и введен в эксплуатацию учеными Национальной академии наук Республики Таджикистан совместно с отечественными врачами. Подобные аппараты имеются и в других странах, но данная модель разработана учеными Таджикистана. Также нашими учеными было произведено 2 вида лекарств. Один для повышения иммунитета человека, а другой для уничтожения микробов в организме. Как известно, высокий иммунитет в разы снижает вероятность подхватить инфекцию, а также препятствует развитию заболеваний в организме и облегчает симптомы простудных и некоторых других заболеваний, если человек все же заболел. Медики заверяют, что для хорошей работы иммунной системы нет необходимости принимать иммуномодулирующие препараты, если совместно с правильным питанием регулярно соблюдать режим труда и отдыха и избегать стрессов. Благодаря иммунитету наше тело способно распознавать и блокировать любой чужеродный фактор, оказывающий влияние на наше здоровье. Иммунная система защищает нас от различных инфекций, позволяет эффективно противостоять болезням и быстрее выздоравливать, поддерживая организм в хорошей форме. Другой метод повышения иммунитета – это правильное и здоровое питание. Пища должна быть разнообразной и качественной. Нужно часто употреблять мясо и рыбу, так как эти продукты положительно влияют на иммунитет. Очень полезны овощи, фрукты, ягоды и зелень. Негативное воздействие на иммунитет оказывают диеты, голодание, а также и избыточный вес. Вред организму наносят и продукты с высоким содержанием сахара. Помимо обычных продуктов, полезных для иммунной системы, существуют и специальные витамины для поднятия иммунитета. Витамины играют чрезвычайно важную роль в обеспечении защитной функции организма. Правильный способ укрепить свой иммунитет включает в себя физические нагрузки, правильное питание, отсутствие избытка сахара, лишнего веса, стрессов, а также соблюдение личной гигиены. Также для организма человека важны кисломолочные продукты, ведь они усиливают выработку интерферонов, белков, обеспечивающих защиту клеток от патогенных вирусов. Таблетки – это не самый лучший способ укрепления иммунитета. Они могут, наоборот, расслабить наши антитела. Поэтому лучше закалять иммунитет естественными методами, без медикаментозного вмешательства, если это не предписал лечащий врач. Один из способов укрепить иммунную систему являются физические нагрузки. Они являются природными стимуляторами, заставляют кровь циркулировать активнее, отчего все процессы начинают работать эффективнее и быстрее. Это все касается умеренных физических нагрузок, которые сочетаются с периодами восстановления, хорошим сном и сбалансированным питанием. Особенно важно добавлять спорт людям, которые ведут пассивный образ жизни, у которых сидячая работа и мало ежедневной подвижности.